Сейчас принято. Спасибо. Спасибо. Вопросы прекратили. Давайте. Вопросы по марафону. Да, давай. Все мы недавно видели вот передачу, да? Фамилия? По Бирюлеву. Жаксилов. По Бирюлеву, да, где почетным президентом является Герой Советского Союза Евлова. Магомед Толбоев. Толбоев. И когда ему задают вопрос, что там он не может ни на какие вопросы ответить. Если мы хотим Марата избрать таким почетным президентом или свадебным генералом, то я против. Конечно. Абсолютно. Да, нет, все. Tamam, ben de açayım. Давайте. Осы жерде біз мәдениет жаңағы ошағын ашамыз деп отырмыз. Мәдениетсіздікпен бастаймыз. Ең жаманы сол. Ең жаманы шындығында Маратты үгіттеп, сен боласың деген адамдар, ол өте қара жанды, қара қанды адамдар. Өйткені Маратты мен 20 жылдан ба студент кезінен білемін. Маратты мақтайтыны тек қана молда болғаннан болмаса басқа ешқандай Маратты мақтайтын еш нәрсе жоқ. Сен бар болғаны ол бір жылдың арасында ғана білесің. Әйтпесе, сенің өзің қазақтың біздің қоғамға араласып алдақ жыл болды. Сондықтан да мына жерде міне жауап ашты, мен содан Жұмекен біз осы қазақ тілін бастап, қазақ тілінде сонда біз ешқандай бөлмей, осы елдің басын ұйымдастырып, мынандай жиналыстар біздің бұдан 15-20 жыл бұрын 200-300 адаммен өтеді. 5500. 5000 қазақтың басын қосып 94 жылдың 1 наурызды біз жасағанбыз. Омар басқа тема уже. В истории. Да. Ұрысуға время. Сондықтан да, мына жерде мысалы Тұрсынай менен Мараттың екеуін салыстырудың өзі ұят. Мына жерде Марат, шындығында Мараттың мына жерде болса, ол өзінің бастарды апам болсын, мен соның мүшесі боламын деуге қақылар. Сондықтан да мына екі жаққа бөлмей, осы қазір жиналыста мен барлықтарынан өтінішім, шындығында мына Тұрсынайдың өлеңдерін айым күнім жұлдызым деп сендер әрбір бас қосқан сайын айтасыңдар. Ол кім? Мына Тұрсынай. Әрі сөзі, әрі музыкасы. Содан кейін Тұрсынайдың мына ақындығы, оның өзі, мына ақындар біздің халқымыздың елшісі. Ол біздің халқымыздың мәдени өзі бір цитат болсында. Сондықтан да менің мына осы жердегі ағайындар, сендер осы 20 жыл, біз кейінгі 15 жылда мені тыңдамай бірнеше неге Жамаловты мен құртатын едім. Міне осы мұрагердің жігіттерінің кінәсінен Жамалов осы уақытқа дейін болды. 96 жыл бүкіл барлығы кеңкелестік жасады. Сонда бір немене Жамаловтың көзін құртуға болатын еді. Соны міне қазір соны кейін Жәнібек әлгі 2004 жылдар жиналыстан кейін Жәнібек оны шақырып сөйлесті, содан кейін барып, маған аға кешіріңіз, мынау адам емес екен ғой дейді. Сендерге айтарым, шындығында. Регламент. Енді аяғында сендер, ал регламент, давай регламент. Міне қазір, сондықтан да мен бәріңді мына өздерінің ұяттарының таразысына салып, менің жаңағы сұрауымды өтінішім Тұрсынай болу керек. Тұрсынай менен Маратжан, егер ол уақыт қайда кетпейді, ол біріншіден жас, екіншіден ол тек намаз оқығаннан басқа еш нәрсе ұйымдастыру жұмысымен айланысқан жоқ. Ешқандай, ешбір айланысқан жоқ. Еш соны білу керек. Можно я в ответ? Нет, ответ не надо. Нет, извините, сейчас премия. Вы задали вопрос, я не знаю. Давайте не будем. 3 минуты, да? 3 минуты, потому что у всех время. Я все-таки прошу, хотя нет Марата, который бы ответил единолично на все эти вопросы, не решать за человека. Вопрос относительно того, что будет выдвигаться кандидатура, обсуждается, наверное, больше полгода с ним. Значит, он знает, какие проблемы и какой, скажем,
какое время ему необходимо для того, чтобы заниматься этой общественной работой. Поэтому решать за него и постоянно переходить на разговор о том, что он религиозный человек, что он в мечети и так далее, не надо. Мне кажется, это наоборот в некоторой степени показывает вашу религиозную необразованность, что не есть хорошо на самом деле. А это никто не обязан. Не надо переходить к тому, что, извините, даже к тому, что он, видите ли, 5 раз намазывал, у него, наверное, времени нет для общественной деятельности. Это, я считаю, что просто передергивание и просто неуважение к самим себе, потому что не надо забывать, что мы мусульмане здесь сидим. Если можно, Минутку давайте, если есть неверующие, то это тоже мы должны уважать их. Нет. Еще, кто хочет выступить? Слово кандидатуре Марата. Мы его все очень уважаем, и на сегодняшний день его репутация просто безупречная. Но мы, вот, те, кто с ним честно общаемся, мы не просто его уважаем, мы его очень любим. И я вот за то, чтобы он сохранил эту свою репутацию, работая, продолжая работать в мечети. Потому что если его избрать на должность председателя, он обязательно будет скомпрометирован. Это уже однозначно. Вот, поэтому давайте позаботимся о репутации нашего единственного муфти Марата. И такой вопрос, может быть, представитель ответит, потому что просто... Нет, я просто хочу... Я его сформулирую в виде это просто премии. Значит, при появлении Муллы Марата мы обычно все выключаем телевизор, музыку, перестаем петь, танцевать, читать художественную литературу. Да. Если он будет избран председателем, он должен будет посещать концерты, смотреть, как танцуют. На сцене перед ним будут танцевать в коротких платьях девушки, в том числе и восточные танцы, проводить конкурсы красоты, участницы которых зачастую не ограничиваются только И это определяется устав той страны, где он же работает, а не той страны. Да, это подождите. И вот в связи с этим вопрос представителям или же обществу. Не идет ли вразрез его родом деятельности? Я не вопрос. С его родом деятельности, посещение организации различных мероприятий идет в разрез. С этим я предлагаю... Тихо. Все, давайте мы еще прения. Простите, пожалуйста, Баян Аршидовна. Баян Арспекова. Баян Арспекова. Это бывший, да, я наблюдатель. Нет, давайте мы... Наблюдатели будут сидеть просто... Нет, я просто два слова. У нас есть два слова, скажем. Я два слова. Вы знаете, вот когда собираются мусульмане на какие-то коллективные встречи, обязательно нарушается деловая этика и культура. Вы понимаете, это вопрос очень важный для каждого из нас присутствующего. Вопрос, касающийся вообще религии, это деликатнейший вопрос, который, в общем-то, мы должны быть очень конкретны и очень осторожны, потому что вероисповедование, ну правильно сказать, мы все мусульмане. Но если мы все мусульмане, мы должны, в общем-то, быть очень осторожны говорить об этом. Например, о первом кандидате, да, это вопрос такой, который я бы никогда не поставила в центр угла. Что касается вот моего отношения, Турсунай к вам, мы с Алтынаем были организаторами партии Возрождения Казахстана. Я была ее заместителем, вы помните, наверное, нас, как политиков. Я хочу сказать, что я думаю, что мужчины должны быть щедры, умны и дальновидны. И только ваша кандидатура, она должна быть воспринята адекватно всеми присутствующими. Я больше ни о чем не хочу говорить. Теперь давайте вот обсуждение кандидатуры по Марату Аршипаеву закончили или есть еще желающие? Да вообще все закончили. Тихо. Давайте по прению по кандидатуре Турсунай разбавим. Это все требует протокола. Кто хочет выступить? Вы выступили уже. Я повторяться не хочу, но в целом я, конечно, равных нет, это бесспорно. Вот, если бы, например, кого-то вот выбрали, нету такого опыта ни у кого, а у нас готовы вот
человек связан и с литературой, и с искусством, и с пением, и с телевидением, радио. Она этих людей знает, она умеет, если даже она не знает, она знает, кого найти, кто нужен, и как спасти какую ситуацию. Может быть, даже у нас что-то, мало ли что, и дай Бог, чтобы это были праздники, да, но она всегда устроит круглый стол на любую тему, и чтобы нас защитить, в конце концов, да. Вот. Что еще? Тогда я думаю, закончим? Давайте закончить, дай включить список голосований, 2 кандидатуры, и пусть голосование покажет. Давайте. Нет. Есть поступило предложение. Неге 20 жыл Жамалов жаңағы бізге бағынбай жүрді. Оны тоқта. Все, тоқтай тұр. Мен айтып берейін. Есть предложение прекратить прение. Есть предложение прекратить прение. Все за. Все, прекратили прение. Вот присядьте, Нургуль. Присядьте, пожалуйста. Пожалуйста, присядьте. Есть, выносится на голосование 2 кандидатуры. Это Марат Наршабаев и Турснаева Разбаева. Тайное голосование. Вот, надо было раньше сразу. Ерлан, вы дослушайте. Я уважаю ваши генеральские законы, но вы будете добры, дослушайте председателя, да? Вот. Мы должны решить 3 вопроса. Голосовать в раздельности, да, за каждую кандидатуру. Голосование открытое или тайное. Для тайных голосований у нас не готовы бюллетени, учтите. Вот. Не открыты урны. Вот. И 3-й вопрос. Мы должны были избрать счетную комиссию, которая считала бы голоса. Счетная комиссия обычно определяется количеством 3 человек. Председатель счетной комиссии и 2 помощника. Прежде чем приступить к голосованию, мы вот это должны избрать. Председатель Умара предлагает. Счетная комиссия, да? Председатель. В смысле, кто будет считать? Да. И наблюдатели пусть появятся. Это предложение. Нет. Открытый. Давайте ставим на голосование. Каким будем? Открытым голосованием или открытым? Открытый. Амар, запишите, да? Все. Так, Не надо. Количество счетной комиссии 3 человека. Ставлю на предложение. Омар Альшахту сам выберет себе. Так? Председателем Омара. Альшах, да? Еще 2 членов счетной комиссии. А вы помогаете. Кого? Серикбаева, Кумбат, поступило предложение. Еще кто? Кушара. Не, Абу Жанна пусть будет этот, наблюдатели как бы, да? Да, пусть. Жанну, да? Да. Ну, Жанну. Вместо Серикбаевой? Не, Жандарбек. Жандарбек. Наблюдатель. Вот военного. Давайте 2 наблюдателей. Посчитайте. Да. Тут предложение поступило комиссию, счетную комиссию из 3 человек, с председателем Омара, да, членами Жан и Жанна Успанова. Все за? Да. Все. Тогда есть предложение по голосованию? Открытое голосование. Открытый. Это принято. Я не могу предлагать мне председателю. У вас есть предложение? Предложение открытое. Это мы приняли. Сейчас по кандидатурам голосовать. Да, давайте. Я вообще предлагаю за одного кандидата. Проголосовать будем? Нет, давайте все должно быть по не надо. По отдельности. Смотрите. Предложите. Турсунаева Разбаева. Сейчас за кого голосовать?